Поздним летом приятное тепло растекается по горам к югу от бескрайних уральских лесов. Моря хвойных деревьев, дубов, кленов, берез и лип. Здесь по заповеднику Шульганташ течет река Белая. Братья Ахтям и Анис, лесничие, работают здесь со дня основания заповедника в 1986 году. Они полностью зависят от лошадей для перемещения по этой отдаленной пересеченной местности. Сложно преодолеть 225 километров водных путей и холмов. Им также приходится избегать общения с некоторыми местными жителями, иногда непредсказуемыми. Этот медведь скорее страдает от зуда, чем злится. Но так как его вес достигает 600 килограммов, а скорость 50 километров в час, стоит держаться от него подальше. Направляясь в горы, братья показывают причину своей важной деятельности. Редкие бурзянские пчелы. Лесничие наблюдают и обрабатывают около 40 ульев в районе. Поэтому те очень популярны среди любителей меда, медведей. Из-за капель у подножья дерева угощение кажется еще более привлекательным. Но взрослые медведи... Этот уходит голодным и расстроенным. Не хотелось бы оказаться на его пути. Братья прячут ульи изолированно, на расстоянии километров друг от друга. Эти лесничие – представители древнего рода пчеловодов с почти тысячелетней историей. Бурзянские медоносные пчелы обитают только в этом регионе, могут переносить сильные морозы, имеют врожденную устойчивость к болезням и искусно собирают мед с лип, которые цветут здесь всего 3 недели в июле. Содержание огромных рукодельных ульев – это достойное и прибыльное занятие. Однако и конкуренция сурова. На этот раз мать с детенышем. Медвежата мало весят и могут с легкостью вскарабкаться на дерево. Матери стоило бы отойти. Над головой висит 200-килограммовый улей. Недостаток опыта малыш восполняет энтузиазмом. Но ему, видимо, не стоит сидеть на стволе, полном раздраженных пчел. В итоге медвежонок получает то, зачем пришел.
Люди подходят к содержанию пчел более методично. Дым маскирует феромоны, вызывающие в пчелах тревогу, и снижает их желание ужалить. У медведей такой роскоши нет. Они выбирают грабительский налет. Вломиться, быстро поесть и удрать. Густой мех защищает от укусов, но они напрашиваются на неприятности, засовывая в ульи незащищенные морды. Мед – мощный источник калорий для медведей, которым нужно набрать вес перед наступлением зимы. Это стоит нескольких укусов. Каждый улей приносит до 30 килограммов меда. В Москве цена составляет 210 евро за килограмм. Очень лакомый источник дохода. Братья оставляют пчелам достаточно меда, чтобы продержаться зимой. Второй подход к разрушенному улью, на этот раз крупный самец. Когти длиной с кинжал и челюсти достаточно сильные, чтобы раздробить шар для боулинга, с легкостью справляются с деревом. Но внутри нет ничего, кроме сердитых пчел. Остается один расстроенный медведь и пустой улей.